40-летний бизнесмен Наби Гулам, проживающий в поселке Балгабай Алтайского района, разбогател, занимаясь скотоводством. Односельчане уважали Наби за его порядочность и трудолюбие. Это вызвало интерес китайских властей. Вскоре ему предложили взять на себя ответственность за строительство сельскохозяйственной фермы на 8 миллионов голов. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию его обвинили в неуплате государственного кредита в размере 3 миллионов юаней и приговорили к пожизненному заключению. Репрессивная политика Китая не обходит стороной даже уйгурских бизнесменов. Так, в городе Кульджа китайское правительство пересажало в тюрьмы практически всех уйгурских богачей. Целью властей является полное подавление и присвоение капитала жителей. После приглашения китайской стороной послов некоторых стран посетить лагеря пыток, которые Китай гордо называет школами по политическому и профессиональному перевоспитанию, глава Всемирного уйгурского Курултая Долкун Айса выступил в Европейском парламенте с требованием оказать давление на китайские власти. Во время визита главу Курултая сопровождал руководитель группы поддержки Ильхама Тохти Анварджан Эфенди. Долкун Айса поднял вопрос о номинировании Ильхама Тохти на Нобелевскую премию мира и премию свободы Сахарова. По сообщениям газеты «Свобода Германии» от 8 января, вместо комиссии ООН и послов западных демократических стран Китай позволил посетить лагеря послам России, Казахстана, Киргизии, Индии, Пакистана и Кувейта. Глава Всемирного уйгурского Курултая пообещал провести переговоры с некоторыми политиками и обсудить план противодействия китайским властям. С 8 по 11 января в Лас-Вегасе прошла выставка бытовой техники. Заместитель главы Американской электротехнической ассоциации Стив Коэн заявил, что выставка отличается тем, что предпочтение отдавалось современным экологически чистым технологиям, базирующимся на искусственном интеллекте. В выставке приняли участие американская Intel и крупные компании по производству электроники, чипов и технологий, основанных на ядерной энергии. Компании обменялись опытом и обсудили дальнейшее развитие индустрии. В выставке, в которой приняли участие 4500 компаний, Китай представляли свыше 1000 фирм и предприятий. Гражданин Швеции Питер Даллин подал иск в Главное управление Англии по контролю телерадиовещания. В своем заявлении Даллин обвинил Центральное телевидение Китая в нарушении норм телерадиовещания и потребовал отменить права вещания на территории Англии. С 2016 по 2019 годы Питер Даллин работал в неправительственной коммерческой организации и помогал группе правозащитников в Китае. После задержания его заставили признать вину в шпионаже и провокациях. Все было зафиксировано скрытой камерой и выложено на китайском телевидении. Английское управление по контролю телерадиовещания признало факт нарушения Китаем закона о сохранности личных данных и демократических ценностей.